меня был Зарифа Барлубаева, потом после замужества Зарифа Смит. Залифе была с мистером Смитом. Сейчас мы начнем с этого момента. А потом уже она стала Залифе Дубай. Расскажи, пожалуйста, ты же вышла замуж за иностранца, баймакская девчонка Залифе. Он вообще из Южной Африки, ну, это, как называется это? Половина голландец, половина немец. Колонизаторы бывшие. Колонизатор, оказывается, Залифе, ну, у него предки голландцы, немцы. Как ты с ним познакомилась вообще? Ну, вообще нас познакомили. Я первый раз приехала в Дубай в 2017 году. Ну, в 2012 году я была просто как туристка, потом в 2017 году вот с одним чемоданом, не зная английского, я приехала в Дубай. И получилось так, что на 7-й день я познакомилась с ним. И все. И он увидел меня и сразу на 2-й день сказал, что ты выйдешь за меня замуж. Я, говорит, на тебя женюсь. Да? Ну, вообще, как мужчина понравился. Он, между прочим, он красавчик, доктор, был высокий такой, прямо плечистый, да. Очень такой красивый мужчина был мистер Смит. Он должен был уехать на 2 месяца, уехать в Африку. Потом он мне говорит, если я тебя оставлю здесь, я тебя потеряю. Давай поехали со мной, говорит, в Южную Африку. Я такая подумала, почему бы нет, если все оплачено. А тем более, доктор, у мистера Смита в Южной Африке была целая ферма, конный завод даже был, представляете, конный, 15 собак у него, 15 собак, короче, очень богатый фермер был. Сначала обстановка как бы месяц, 2 месяца как бы интересная, а потом уже ко всему привыкаешь, и тебе становится скучно. Потом думаешь, зачем мне такой мир, например? Во-первых, там небезопасно, во-первых, ночью там постоянно стреляют, потом ночью приходят эти бабуины, там какие-то шакалы, 15 собак. Бабуины стреляют? Нет, не стреляют, а воры, вот эти чернокожие, они начинают стрельбу, то есть на фермеров нападают. В поиске еды, в поиске чего-то они приходят. Если на одного фермера нападают, они выходят, 3 раза стреляют, и вот это все слышат, и начинают все готовиться. А зачем мне это надо? Вот я могу жить в России намного как бы безопаснее, чем вот здесь сидеть и думать, когда же придут на меня нападут. Ну нет, тут уже Залифа доктор лукавит. Я тоже потому что следила за ее сторисами. Однажды Залифа сначала заскучала с мистером Смитом на фазенде на ферме и никуда не выехать, ничего интересного. И еще я помню, что ты сказала, мистер Смит не закрывал все твои потребности, и ты поэтому решила с ним развестись. Это правда? Ну, это потом, да. Закрыл мои потребности. Во-первых, он купил мне дом, потому что у нас были условия. Если я выйду замуж за тебя, значит, у меня должен быть какой-нибудь в России недвижимость. Он купил землю, там у нас 40 соток в этом под Уфой. Потом вот в Учаринском районе купил мне дом. Ну, мы там достраивали, все это делали. Вот сейчас я дом выставила на продажу. Потихоньку, благодаря блогу, благодаря общению с людьми, у меня это растет. То есть мышление меняется, все меняется. И после этого я думаю, а почему вот я хочу, например, жить комфортно, я хочу там жить в большом доме, да, но какие-то моменты, то, что я раньше мечтала, например, жить комфортно. Я, например, сказала, что в ЮАРе я жить не буду, переехали в Дубай, а он не хочет жить в Дубае. В итоге я потом от него ушла, приехала домой, там у меня папа умер и так далее, но потом он приехал меня, Да, кстати, он приехал за Залифой, Залифа 2 раза уехала, в Баймакский район, такая наплевала на своего фермера и говорит, не закрывать мои потребности, нахер его, уехал в Баймакский район, он приехал за ней. Да. Потом он забрал меня, мы поехали в Дубай, и я сначала думала, наверное, все зависит от места, а потом, когда мы уже переехали в Дубай, он снял студию, и меня это как бы тоже не удовлетворило, потому что я говорю, я могу... студию не удовлетворила, потому что я могу сама снять студию и жить на свое удовольствие, а тут как бы... кровать на 2, комната все общая, и если там сидеть, там, проводить прямые эфиры, где-то что-то работать, то есть это некомфортно для жизни, для семейной жизни. И у нас начались вот эти терки. То есть я, например, куда-то хочу выйти, там, деньги спрашиваю, он говорит, у тебя же деньги есть? Иди, свои деньги трать. То есть женщина же должна экономить, как бы, это мои деньги, это мои деньги, его деньги, это общие деньги. И вот, Залифу это не устраивало, она хотела тратить его деньги. Да, Залифа? Да, и в итоге из-за этого они развелись. Ну, не только из-за этого, просто любовь пошла, у меня мышление другое, я понимаю возможности, что почему я должна на это все соглашаться, то есть почему я такая удобная женщина, готовлю, кушаю, как дома кошка сижу, почему у меня нет возможности, когда я могу просто жить шикарно, если он мне не создает такие условия, значит, я выбираю себя и буду жить так, как я хочу. И в один прекрасный момент у нас, я ушла на работу, то есть я устроилась на работу одному очень такому богатому человеку, пошла готовить завтраки. То есть я прихожу к нему, завтраки готовлю. Ему это тоже не нравится. И у нас пошли перетерки. То есть я понимаю, у меня очень много возможностей, тем более в Дубае. Потом один прекрасный момент, я прихожу вечером, и он говорит, почему так поздно приходишь, да-да-да, если тебя не устраивает вот эта жизнь,
он вещи собери и уходи, говорит. Я такой, да, я могу идти, да, я вещи собрала и ушла. Про тебя говорят, что ты живешь за счет мужчин. Это правда, нет? Ну, конечно, правда. Правда? Конечно. Что, серьезно, что ли? Конечно, а зачем? Женщина это такое создание, она должна просто отдыхать, набирать энергию. Конечно, конечно. А как это происходит вообще? Как это вообще жить за счет мужчин? Ну, я вот, например, никогда не жила, а этому не знаю. Просто, знаешь, самоценность и выбор. Вот как ты себя будешь преподнести, так и будет к тебе относиться. Как моя жена за счет мужчин жить, это получается, ты, значит, это статус любовницы, что ли? Не говорит о том, что мужчина женатый. Очень много сейчас в Дубае мужчин, которые в поиске серьезных отношений. В отношениях ты ставишь свои условия. Во-первых, это жилье, месяц, например, сколько ты там оплата, например, да, чтобы он тебя обеспечивал. Это получается, твой ухажер тебя сейчас полностью обезбавит. Такая, знаешь, техника. Влюблять в себя и быть в отношениях. Влюблять себя и аксаган хаурга. Вот именно. Вот эта техника! Мне замуж выходить вообще не интересно. Я в таком положении, что я замуж не хочу, просто я наслаждаюсь. Но когда тот мужчина появится, который все мои будут потребности закрывать, я подумаю. А кто вот это сейчас на данный момент твой мужчина? Кто он по национальности? Ну, он араб. А он шейх? Ну, шейх, я не скажу, шейх, это, знаешь, это статус такой, шейх, это вот как наш глава республики, да, это вот правители, они же шейх, это да? такой человек. А это кто? Ну, у меня он просто простой араб, он простой араб, который закрывает потребности, и нам, Он, Паша, вы знаешь, попробуйте снять квартиру в Дубае, дай нам, Паша. знаешь, Нимаке? Было еще постоянно, сейчас я ему а билеты скажу. знаете, сколько стоит, и нам, У меня Паша? он доктор айтишных наук. Ну, не часто мы видимся, но он постоянно летает, он во Франции, в Америке. Залика, а сколько лет твоему вот этому сейчас, как там? Арабу? Арабу твоему. Он вообще молодой, он старше на 3 года. Ага. Сколько лет получается? 43 ему. 43? А тебе сколько? 40. 40 лет, да? Да. Ага. А он женатый, нет? Нет, он совсем не женатый. У нас так получилось, что это... Когда мы с ним познакомились, ну это у меня до этого же другой был. Другой шейх был, Дудар, она оговорилась, вы слышали, нет? Только что она сказала, что у нее был до этого другой шейх. Ну, конечно, а что? Если дальше он не хочет вкладываться, меняем сразу другому, то есть другой шейх начнет. Больше откровений, Дудар, так что не переключайтесь. Только в моей рубрике «Голая правда». Вся голая. Получается, ты используешь мужчин. Ну, конечно, так и получается. Если, например, если ты их не используешь, то они тебя используют, вот. Поэтому надо в этом плане у всех игра, а если в это время ты просто будешь легкодоступна и за спасибо за бокал вина будешь, можно сказать, какие-то отношения, ты лохушка. А если перед тем, как войти в отношения, надо всегда закрывать свои потребности. Вот. Получается, ты используешь сначала, а потом как бы можно уже договориться. А ты как вообще этому научилась? Или у тебя это было в крови? Нет, конечно. Знаешь, это вот в Дубае как бы есть обучение такое специальное. Ты знаешь, если ты начнешь понимать и... Обучение чему? Ну, обучение по отношениям к психологии мужчин. То есть Как зарабатывать на мужчинах, короче? Ну, можно, да. Можно сказать, не там в плане зарабатывать, как войти в отношения правильно. Я общалась с девочками, которые называются байгужанки, байгужанки, да, они обучались у Дениса Байгужина. Но я у него не обучалась. Подожди, Денис Байгужин это гуру женских отношений. Да. Денис Байгужин учит, оказывается, у него есть целая школа, как разводить мужчин. А Денис Байгужин кто по национальности? Башкир, он челябинский башкир. Офигеть. Он, кстати, сидел в тюрьме, и в это время он сидел с богатыми такими чиновниками, и он все это рассказывал, и в этом плане он начал писать книгу. Я у него была только в одной встрече была в Дубае, и после этого я начала смотреть его видео, и после этого я начала практиковать, и это реально работает. Слышала, что ты сейчас сама обучаешь этому искусству обольщения мужчин? Ну, у меня есть свой женский клуб, это не только девушек, это, знаешь, это если ты начнешь понимать психологию мужчин, кто такой мужчина, и как вообще нормальный мужчина должен проявиться в семье, например, в отношениях, потому что многие женщины, они сразу, из-за того, что дефицит у нас мужчин, вот реально у нас дефицит мужчин, женщина пытается хоть какими силами удержать мужчину и начинает быть удобной. Я слышала, что твои ученицы, что после твоей вот школы даже некоторым через год уже купили квартиру. Да, у меня Дубайцы. девочки, вот башкирочки ко мне приезжали, я лично сама их практиковала. Мужчины покупали мужчины квартиры. покупают квартиры, то есть у меня есть башкирочка,
которая уже 27 лет, она имеет в Дубае квартиру. То есть это тоже моя школа, это не просто ты взяли ей и купили квартиру, Да, а это подожди, школа. а ты вообще вот за эти знания сколько у них берешь денег? Ну, от 50 тысяч. Это получается... От 50 тысяч занятие. долларов? Да, прям. Нет, это в рублях. Это очень мало, потому что я стараюсь войти в положение и девчонкам помочь. Слышу старой песни мотив, что сама напевала не раз, и глаза закрываю, на миг забыв, что я городская сейчас. Эта песня в синий простор, край родимый напомнила мне, и девчонку ту, что с недавних пор часто вижу я во сне. Хуторянка, девчоночка смуглянка, мне бы хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторок. Хуторянка, девчоночка смуглянка, мне бы хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторок. Медом дышит лунная ночь, редкий свет из окошек домов, и так хочется снова сорваться прочь в сиреневый рай садов, чтобы кругом опять голова и слова, как иное вино, чтобы ночь была, не растит трава, любишь, губишь, все равно. Ты сделала это у тебя настоящей груди или как? Ну, как бы Аксабулган все можно сделать, когда есть деньги. То есть у меня были возможности... Ну, твой араб, короче, оплатил. Конечно, все оплатила. У меня и блефаропластика, я уши сделала. То есть Короче, Залифа Дубай, ее араб оплатил груди, вот такие вот груди, потом блефаропластику оплатил, потом уши оплатил. А что было с ушами? Ну, у меня не было, ты карпушлак, ты знаешь? Карпуш-хулак, оказывается, Залифа Это был Дубай. у меня комплекс. Кто не знает, доктор, Залифа Дубай на самом деле начинала свою карьеру на телевидении Республики Башкортостан, на БСТ, доктор. И оттуда она уволилась со скандалом. Я вообще, вот, когда уволилась, я уже просто себя нашла, хотела отдельно работать. Я открыла себе продюсерский центр, начинала клип снимать сама, клипы, концерты начала. Вот у меня очень хорошо получалось, но кому-то это И не кому-то не понравилось. Кому-то, Да. В один прекрасный момент вот потихоньку начали мои дороги закрывать. И самый последний был дорогу закрывать, это все артисты от меня отказались. Работала с Белым домом, я работала с разными крупными предприятиями. И я слишком вверх поднялась. То есть я работала уже, какие-то вопросы я решала в Белом доме. Кто-то, пользуясь какими-то своими связями, просто закрыли мне вход на телевидение и все. Я слышала смотрела твой отрывок от прямого эфира. Ты там говорила, что победителям давали пустые конверты. Это правда? Ну, если это артисты сами говорили, конечно, правда. Ага, получается, прикиньте, вот какой-то музыкальный проект шел, и победителям обещали денежные призы, а в итоге давали пустые конверты. Даже говорят, что обещали какие-то там, типа, путевка в санаторий, и люди приезжали, а никакой путевки не было. Да, есть такое. И такое было. Ну, там было, вот и люди же были, которые сами про это сидели, рассказывали. Да? Там было 14 тысяч человек, смотрели меня, да, это вообще был такой самый, наверное, помнишь, мы с тобой как раз это, я защищая тебя там полностью все раскрыла. И мне наоборот сказали: Залифа, почему ты не до конца все рассказала? Как будто тебя напугали, и вот ты сидишь и просто как хорошая это все скрыла. Да. Самый дорогой подарок, который тебе дарили мужчины. Деньги, самая большая, наверное, сумма был 700 тысяч мне дал, 7 тысяч долларов один американец дал. Ага. А за что он тебе дал? Улучшить жилищные условия, мне там сделать надо визу, там что-то где-то английский подтянуть. То есть, когда во время свидания ты озвучиваешь свои как бы потребности, что-то хотелось бы в дальнейшем там. Ну вот ты озвучила, и он тебе раз 700 тысяч, что ли? Ну, 5-7 тысяч долларов, да. Ну, не сразу, но во время разговора, как бы уже после свидания. Ну вот научи-ка как пару лайфхаков. Ну, знаешь, это... Пару лайфхаков для наших женщин. Смотри, у меня был случай в России, в Казани, например, да, сидели за столом, буквально за полчаса он на мою карту перечислил 360 тысяч рублей. Ну как так вот? Просто как вот? Вот я тут у мужа, 5 тысяч не могу. Знаешь как, это выпросить. Получилось, что это мужчина очень богатый, он тоже из себя такой крутой. Я тоже из себя крутой, я же как бы таких мужчин в своей жизни очень много повидала, и как бы он считает, что он вот я крутой, и сейчас
сейчас будешь на моей дудочке петь, ну, танцевать, там, я буду тебе рассказывать, там, На будешь ты дудочке меня- его петь. Да, танцевать, и, ну, как... Подожди. Сейчас ты будешь на моей дудочке петь. Да, вот типа такого, да. Хочет предложение типа Инды, чтобы стала я его любовницей Инды. Мне там, с какого Перепуга. с какого перепуга я должна это делать? Мне там, во-первых, ты мне не нравишься, хоть ты там... Во-вторых, твоя дудочка дешевая. Если ты такой уж богатый, если у тебя очень много денег, я вообще предпочитаю, чтобы ты сделал для меня что-то сейчас. Я живу вот здесь и сейчас, и мне потом, там, через сколько лет что-то для меня сможет, это меня совсем не интересует. Вот, он говорит, хорошо, я тебе сейчас подарю 101 роз. Мне там, что мне там 101 роз, мне там меня цветами... Было мало, говорят, Меня мне 101 101 роз, роза. да, 101 роз мне там, мне уже не удивишь. И 1001 роз тоже не удивишь. Потом, что, 2001 роз, что ли, мне там? Ну, 2001 роз, это уже интересно, мне еще никто не дарит. А сколько там время уже было вечер, мы там сидим в ресторане. 2001 роз, откуда он найдет? И в итоге он примерно посчитал, примерно там по 180 рублей. И он говорит, ну, получается 360 тысяч 180 рублей. И перевел тебе 360 Да, тысяч? вот. Прикиньте, доктор, за 5 минут знакомства Да. с Зелифега этот мужчина перевел 360 Вместо тысяч, хотя она даже не собиралась петь на его дудочке. Да. После этого я его не видела даже. Да, и остался он со своей дудочкой. Уже утром улетела. Я слышала, что ты не хочешь детей. Это правда, нет? Да, конечно. Почему? Зачем? Почему? Уже ондай возраст утепить-то. В смысле утепить? 40 лет вообще-то рожают. Не хочу, знаешь, я не хочу брать ответственность. Ну, если появится в моей жизни такой мужчина, да, который обеспечит полностью вот безопасность, который... Потому что она хинбала товаром, я улыбкитер, я вообще... Ну, Дуняла халим брюкмай. Ты останешься одна на улице с ребенком, куда пойдешь и как. Вот такого я не хочу. Если мужчина реально там купит дом, да, чтобы это все было на мое имя, там, на счету деньги и так далее, если он реально хочет деньги, почему бы и нет, можно. Короче, Тултар, мы чуть не упустили очень такой эксклюзивный момент интервью. Зелифе Дубай еще сидела в саудовской тюрьме. Как это произошло, сейчас мы узнаем. Это сенсация года, да? А сейчас будет рекламная пауза, пока не переключайтесь. И как интересно, да, Iki сутка, iki сутка. Ну, Ика сутка. Это получилось вообще не из-за меня. У меня была девушка одна, которая была на практикуме, мы с ней были в Саудовской Аравии. И я ей всегда говорила, что лишнее не надо выкладывать. Дубай, да, то же самое. Короче, нельзя лица снимать. Ну, если это реально какой-то для него мейкан, репутация на мейкан, это нельзя. То есть получилось так, что я ее снимала на видео, она через дорогу переходит, потому что Абая ведь Инда нравится. И вот так Абая моя руль, зеленый свет касатки. И в это время машина как бы проезжает, но ее не пропускает. Такой флирт барай. Флирт барай. То есть он в машине, который сидит, мужчина, они не видят, что мы снимаем. То есть она когда перешла уже дорогу, и этот мужчина просто открывает и просто вслед как бы смотрит и видит камеру и сразу закрывает. Как бы. И ты выложила это видео? Не я выложила. Я ей сказала, если что-то будешь выкладывать, обязательно лицо закрывать именно. Араба. В ТикТоке за одну сутку набирает 2 миллиона просмотра. Это видео. И даже полиция заинтересовалась, гаишники. Почему? Потому что он нарушает, он не пропускает пешехода. Это тоже нарушение. То есть ажиотаж, что вот этот пост, они перепостили в Твиттере, что вот наши саудиты не уважают туристов, закрывают там пешеходный переход. Ну, А при чем тут вы, я не поняла? ну, потому что как бы мы это все сняли и выложили. Касается тот человек, которому испортили репутацию. Потому что он может быть какой-то чиновник или там семьянин, который там дома жена ждет, да? И в итоге потом проходит какое-то время, потом нас увозят в полицейский участок, они не могут там... А как они узнали, что это видео ты снимала? Ну, они не знают, что я снимала, но потом как бы спрашивают, кто снимал. Я говорю, снимала. То есть пришли вообще-то к ней, а получается, я с ней ушла. В итоге нас отправили в этот, где стоп-стейшн, это где вот именно... оставляют женщин до судебного этого. И когда мы туда пришли, знаешь, это было самое ужасное, это вот тебе наушники сюда и на ноги наручники, представляешь, это как это... И все. Прикиньте, всего лишь из-за какого-то видео Дулта, что они без его ведома снимали Мы его опозорили, получается. Да, типа опозорили, а он был семейный человек, и, может быть, даже какой-нибудь чиновник. Да, прикиньте, да. их арестовали и посадили в тюрьму. И тут вот зашел, мужчина сидит, араб, я с ним разговариваю, он говорит, что вы тут делаете? И благодаря моему блогу, благодаря моему тиктоку, благодаря моим красивым видео, до этого я была еще в Мекке, да, он все вот так сидит, весь мой телефон просто сидит. Шейх. Шейх. Ну, это шейх, а для них
Это статус судьи. То есть, если он скажет... Шейх, судья, короче, все видяшки ее просмотрел. Да, с шейхом разговаривала, все мои видео ему понравились, он, говорит, сидел, прям восхищался, говорит, ой, как классно все, такой, молодцы, так, прям про нашу Саудовскую Аравию красивое видео снимаешь, что это. И просто мы с ним поговорили, сказала, это наша ошибка, мы просто не хотели, и все. И потом он сказал, хорошо, я сейчас буду рассматривать, и все. Потом нам через 2 часа нас отпустили. Видите, из-за видео посадили, но из-за видео еще и Да. выпустили.